Microsoft в лице Джо Белфорда и Терри Майерсона представили Windows 10. Да, Windows 10. Цифра 9 мирно прошла мимо, и сегодня Microsoft попали в десятку, то есть в яблочко, OS X. Ладно, хватит метафор про Apple. Что изменилось? На презентации было много слов о Windows 7 и о том, что выпустив Windows 8, Microsoft неправильно поступили по отношению к пользователям ПК, которые используют мыши и клавиатуры. В общем, прежде всего вернули почти привычный пуск. Слева находятся нужные ссылки на основные папки и приложения. Можно нажать на вкладку «Все приложения», и здесь-то будет уже что-то похожее на пуск Windows 7. Справа плитки, как на Windows 8. В пуске также находится глобальный поиск сразу и по файлам, и по приложениям, и по настройкам. Ну а если кому-то не нравится плиточный интерфейс, тот что справа, по всей видимости можно будет оставить только привычный пуск, потому что плитки можно двигать и ставить как вздумается, и никто не исключает, что их можно открепить все. Многих порадует и следующая новость. Полноэкранные приложения Metro теперь отлично чувствуют себя на рабочем столе. Но что более важно, можно менять размер этих приложений. Это теперь обычные окна, которые отлично уживаются с десктоп-программами. И фактически теперь это то же самое, но в дизайне Metro. Третье. Показ окон, многозадачность. Почти полная копия Expose на macOS, но в стиле Microsoft. Основную часть экрана занимают приложения, а снизу находятся рабочие столы. Как это выглядит в Mac? Также, только рабочие столы сверху. Их также можно добавлять и удалять. Ну ничего, скопировали и молодцы, это удобно. Зато Windows 10 в лучшую сторону переработан экран мультиоконности. Можно, как и в 8, ставить по 2-3 приложения. Только сейчас они занимают области и по вертикали, и по горизонтали. Windows 10 — это единая система от телефонов до телевизоров и приставок. Кстати, больше нет и Windows Phone, теперь это просто Windows 10, версия для телефона. И как она выглядит, Microsoft не показали. Для планшета останется Touch-версия, похожая на Windows 8.1. Как говорится, каждому свое. И десятка здесь универсальна. И да, она будет автоматически подстраиваться под интерфейс железа. Если вдруг подключили к Surface мышь или клавиатуру, держите Windows 7 Style. Удобно. Финальная версия Windows 10 выйдет во второй половине 2015 года. Microsoft не объявили точную дату и не рассказали о ценах и плане перехода. А поэтому можно с уверенностью заявить, что бесплатной система не станет. А вот в целом Windows 10 хорошо продвинулась по отношению к 8.